В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты Ия Рамзанабуев готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Момент истины. Расскажем про героя отчизны Абубакара Яхьяева, командира 3-й роты ОМОН Ахмат, который принял участие в специальной военной операции. Новые идеи. Мы планируем открыть во всех школах такие отделения первичные, чтобы дети могли быть в движении и участвовать в данном направлении. В республике открылось отделение российского проекта детей и молодежи «Движение первых». Какие задачи ставят перед собой ребята? Делай выбор в пользу здоровья. На свое здоровье нужно обращать внимание чаще. В торгово-развлекательном центре «Грозный Молл» состоялась акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. Какие специалисты проводили прием, сколько человек приняло участие и насколько она оказалась эффективной? Ученики Грозненского центра образования имени Ахмата Хаджи Кадырова стали первыми членами открывшегося в регионе отделения Российского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Благодаря проекту у ребят появились новые возможности для самореализации. Кто возглавил региональный отдел, расскажет Луиза Яхьяева. Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первым. Именно так звучит девиз Всероссийской организации «Движение первых», духоподъемно и с уклоном в коллективную стратегию. Одними из первых участников движения в нашем регионе стали воспитанники Центра образования имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. А возглавил первичный отдел выпускник этого учебного заведения Ахмат Кадыров. Свой вклад внесли и младшие внуки Ахмата Хаджи, прочитав стихотворение. В торжественном мероприятии открытия отделения приняли участие министр образования и науки региона Хошбау Дедаев, министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов и другие официальные лица. Такие отделения у нас первоочередно откроются в 16 школах. Это первое отделение, и до конца года мы планируем открыть во всех школах такие отделения первичные, чтобы дети могли быть в движении и участвовать в данном направлении. Организация создана в 2022 году. Первый съезд ее участников из 89 субъектов России состоялся в Москве 18 декабря. Там в процессе обсуждения стало известно о направленности деятельности ребят. Главная их цель – защита культурных, нравственных, исторических и духовных ценностей, среди которых семья, справедливость, созидательный труд и патриотизм. Каждый из тех, кто сегодня получил новый статус, желает внести свою лепту в общее дело. Я хотел бы немного развить то, что в спорте какую-то отрасль, а также хотел бы развить отрасль, к примеру, в волонтерском плане. А ты сам занимаешься сейчас либо спортом, либо волонтерством? Да, я занимаюсь спортом, занимаюсь волейболом. Идеи, на которых основана политика организации, отражают основные ценности с рождения, прививающиеся каждому, кто воспитывается в Чеченской Республике. Представители предыдущих поколений назывались октябрятами, пионерами, комсомольцами, а сегодня появились первые, готовые вести общество и страну к развитию в творчестве, спорте, волонтерстве, дипломатии и во многих других сферах. Луиза Яхьяева, Шейх Мансур Умалатов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Воспитанники столичного детского сада номер 52 поучаствовали в исламской викторине. В 5 раундах они отвечали на вопросы о религии. Посвящен конкурс наступившему месяцу Раджаб и организован начальником департамента дошкольного образования мэрии Грозного Хадижат Кадыровой. Мадина Нусалчиева продолжит.
Начало февраля для детского сада номер 54 Седа выдался событийным. Его воспитанники сегодня соревнуются на знании основ религии в викторине, организованной Департаментом дошкольного образования по поручению начальника этого ведомства Хадижат Кадыровой. Подобные мероприятия проводятся регулярно, однако в этом году оно первое и приурочено к месяцу Раджаб, к одному из 4 запретных в исламе. Возглавил судейскую коллегию директор Департамента по взаимодействию с общественными и религиозными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Аслан Абдуллаев. Правила предельно простые, все как и во всех викторинах. Ведущий задает вопрос, кто быстрее нажал на сигнальную кнопку, тот и отвечает. Команда, набравшая наибольшее количество правильных ответов, победила. Здесь их две – иман и ислам. Открылась игра с прочтения одним из ее участников суры из священного Корана. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. В первом раунде малышей ожидали базовые вопросы, ответы на которые должен знать каждый верующий, такие как кто наш Бог, какая наша религия, сколько столпов в исламе и кто такой мусульманин. Второй раунд был посвящен биографии пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. После малышам задали вопросы о Коране и намазе, а также проверили, знают ли они, какими качествами должен обладать истинный мусульманин. В решающем пятом раунде участники продемонстрировали свои знания сур и дуа. И вот долгожданный момент, время подводить итоги викторины. После недолгих раздумий жюри объявляют ничью. Победила дружба. Обе команды показали себя хорошо и ответили на все вопросы верно. Малышам вручили дипломы и сладкие подарки. Вопрос сложный, да, Завершилось мероприятие исполнением нашида, а также несколькими памятными фото. Знания и духовные ценности, закладываемые в ребенка в детстве, сохраняются с ним на всю жизнь. Сегодня мы сами определяем, каким будет новое поколение и, соответственно, будущее, создаваемое ими. Мадина Цалчиева, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. Тему дискриминации традиционных религиозных ценностей в западных странах обсудили на круглом столе в Министерстве Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. На совместном заседании с общественной организацией «Наш дом. Город Грозный» присутствовали деятели различных сфер. В связи с последними событиями в Европе, которые глубоко затронули каждого мусульманина, при полном попустительстве, а подчас и поддержке правительств стран Запада позволяет посягать на самое святое – веру. Исходя из чего в ходе обсуждения были выдвинуты инициативы по духовно-нравственному развитию и полному искоренению дискриминации религии в дальнейшем. С негодованием, величайшим негодованием наблюдаем за тем, как в Швеции, Дании и ряде других европейских регионах сжигают Коран, да. Для нас это чудовищно, это нетерпимо. Вот мы сегодня как раз на нашей встрече на круглом столе обсуждали об этих нападках. Сама тенденция, она набирает обороты. Это еще раз говорит о том, как далеко отходит от Бога, от религиозных, от культурообразующих ценностей Европа.
как далеко зашли уже сатанисты в своих чудовищных деяниях, которые терпимы не будут человеческой людской цивилизации. Момент истины для Абубакара Яхьяева, командира 3-й роты ОМОН Ахмат, наступил, когда началась специальная военная операция. Осознавая свой долг перед Родиной, он добровольно поехал на фронт и участвовал в освобождении самых сложных направлений от неонацистов. Лейла Муртазова встретилась с героем отчизны и его семьей. Пока на кухне готовится чай, члены семьи Яхьяевых собрались за столом. В таком составе они долгое время не встречались из-за того, что Абубакар Яхьяев был на передовой и участвовал в специальной военной операции. Сегодня он находится в кругу самых родных после долгой разлуки. Абубакар в числе первых со своими боевыми товарищами отправляется на фронт. Первой точкой стала Луганская область. Алчевск, Попасная. Один за одним менялись населенные пункты по мере зачистки их от нацистов. Население миролюбиво приняло наших ребят, ведь народ действительно хотел свободы и надеялся, что когда-нибудь все наладится, как в нашем регионе, рассказывает боец. Со своей отдельной группой сегодня и все местные цебош первую помощь оказать. Я сумки обарыша о тобис мага молодец молгазлой. Во время второй поездки были поставлены новые задачи. На этот раз опыта было побольше. Бывали ситуации, при которых действовать надо было быстро, без промедления. В Херсонской области Забюсен шипол, а что школы, летона, юхтан, воды, шмель, перевязки, У Абубакара есть старший брат, он тоже участник СВО. Отец семейства, отправляя сыновей, понимал, что это не только служебный долг, но также поступок настоящих мужчин и воинов. ممكن مقطع ذات بالله سهل شيء وهو يشغل شيء محكور بشغل وساخي أي شيء بحكام بحكم سار هو أحد صوص دعوة تروات بيرش دعوة تروات تعليل وشترك تعدش تجوشت وين سنديلا إشتي. Мать Абубакара рассказывает, что сын с малых лет любил помогать по хозяйству, был послушным, любознательным, но, как и все мальчики, иногда любил резвиться. В начале 2000-х, в возрасте 19 лет, наш герой решает стать военным. Постепенно осваивая боевые навыки, в это неспокойное время он научился воинскому делу, участвуя в различных операциях. Этот опыт, безусловно, пригодился на Украине. Телефон тоже, связь, колор, тавочек, диск, колор, сапарах доли, арсо, это больше не надо. За свою профессиональную деятельность Абубакар не раз отмечался за мужество и героизм. Сегодня он командир 3-й роты и боец подразделения ОМОН Ахмат. Таких, как Абубакар, в регионе тысячи, готовые ценой своей жизни отстоять покой и мир нашего государства. С началом спецоперации мы узнали о героях, отправившихся на передовую, чтобы защитить свою страну. Большинство мужчин из чеченских семей стали участниками СВО. Отцы и матери этих бойцов вырастили опору для всего государства, которое никогда не даст покуситься на наши моральные ценности, традицию и религию. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. В торгово-развлекательном центре «Грозный молл» состоялась акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака. Мероприятие проводилось в рамках недели профилактики онкологических заболеваний, направленной на популяризацию здорового образа жизни. Прием провели ведущие специалисты из медицинских организаций. Амина Тупилагова о важности профилактики заболеваний.
Едва ли не каждый человек так или иначе знаком с этой напастью. Рак является одной из главных причин смертности в мире. Но медицина не стоит на месте, и болезнь эта поддается лечению, особенно удачно на ранних стадиях. Ко Всемирному дню борьбы с данным недугом прямо в торгово-развлекательном центре «Грозный молл» прошла акция. Здесь в первую очередь выявляются факторы риска развития онкологических заболеваний. Здесь присутствует врач-дерматолог с дерматоскопом, где можно посмотреть какие-то пигментные образования на коже и проверить, есть какие-то признаки озлокочисления или нет. Также прием проводился такими специалистами, как онколог, маммолог, оториноларинголог. А последней инстанцией являлся терапевт. Дальше мы собираем все данные у всех специалистов, которые сегодня присутствовали на нашей акции, составляем списки с предварительным диагнозом, и мы связываемся с поликлиниками по месту жительства или прикрепления данного гражданина и контролируем дальнейшее наблюдение. Для проверки здоровья фиксировались фамилия, имя, отчество и место жительства участника акции с его же слов. Понятное дело, что человек, пришедший в торгово-развлекательный центр, вряд ли берет с собой документы, удостоверяющие личность. Я узнала об акции благодаря девочкам, которые ходили, рассказывали, все объясняли понятно. И я подумала, что это очень хорошая возможность проверить свое здоровье, так как в повседневной жизни, наверное, как и большинство людей, я постоянно откладываю какие-то свои жалобы, вопросы. И сегодня здесь хорошая возможность проверить свое здоровье абсолютно бесплатно, быстро, удобно все. У сегодняшних участников акции была действительно уникальная возможность найти ответы не только на волнующие их вопросы, но и получить ценную консультацию с дальнейшим алгоритмом действий при выявлении каких-либо отклонений. То есть человека, нуждающегося в помощи, не бросают на произвол судьбы. Цель Всемирного дня борьбы с раком – повысить осведомленность населения об этой болезни, привлечь внимание к предотвращению, выявлению и лечению. А символом всего действия является вот такая лавандовая лента. Амина Тупилагова, Сайтали Ампукаев. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события, и еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах в социальных сетях, и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.